Иногда мне нужно уходить на работу, к врачу или же по делам. В мое отсутствие малышом занимается моя семья. По рекомендации врача начала сцеживать молоко. Сцеживание грудного молока помогает продолжить кормление, даже когда мама вдали от ребенка или испытывает нагрубание груди. Перед сцеживанием тщательно вымойте руки. Используйте чистую емкость с крышкой. Сцеживайте молоко вручную. Если сцеживание вручную затруднено, если грудь набухшая и болезненная, можно воспользоваться молокоотсосами. Храните сцеженное молоко в чистых, стерильных, подписанных контейнерах с датой и временем сцеживания. Запомните простые правила хранения. При комнатной температуре до 4 часов, в холодильнике до 5 дней, в морозильной камере до 3 месяцев. Подогревайте молоко, поместив контейнер в теплую воду. Никогда не используйте микроволновую печь. Это разрушит питательные вещества. Осторожно встряхните молоко, чтобы перемешать. Как понять, что ребенок получает достаточно молока? Он сосет грудь не менее 8 раз в сутки. После первой недели жизни 6 и более мокрых подгузников в день. Стабильный набор веса – не менее 500 граммов в месяц. Ребенок выглядит довольным и бодрым после кормления. Грудное молоко – лучшее, что вы можете дать ребенку. Сцеживайте безопасно, храните правильно и доверьтесь своему организму. Интуиция и ваша безусловная любовь подскажет, что нужно малышу. И, конечно, поддержите кормящую маму словами, делами, заботой. Это вклад в здоровье всей семьи. Больше информации на unicef.org.